Росгвардейцы рассказали о профилактике экстремизма и межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Участники встречи– студенты колледжа, сервиса и быта. В ходе обсуждений говорили о причинах возникновения экстремизма среди молодежи и как избежать радикальных идей. Если раньше все было завязано на различиях в отдельных течениях, возможно, ислама, возможно, каких-то других идеологий, то теперь вовлекать в преступную деятельность умудряются правонарушители даже при помощи мошенничества. Сотрудник Росгвардии отмечает, что статистика по разделению граждан на категории, подверженным вовлечению в преступность, довольно спорная. Возраст людей, ставших жертвами таких попыток, изменился. Теперь в группу риска попадает не только молодежь, но и люди преклонного возраста. Вовлекают в такую деятельность, рассчитывая на их невнимательность и на их неприспособленность к текущему интернет-пространству и цифровизации повсеместной. Мероприятие помогло студентам глубже понять проблему экстремизма и его влияние на общество. Они отмечают, что такие занятия развивают навыки критического анализа информации и формируют более осознанное отношение к этому явлению. Историю, которую нам сегодня рассказали про бабушку, то, что она подожгла военкомат, то есть, чтобы мы знали в таких ситуациях, что если мы сделаем что-то во вред, то, что от нас требует, это может привести к еще большим осложнениям, нежели просто лучше сообщить в органы. Встреча сотрудников Росгвардии с молодежью подчеркивает важность активного диалога и сотрудничества в вопросах профилактики экстремизма и конфликтов, обсуждение причин экстремистских настроений, методов их предотвращения и значимости взаимопонимания способствует формированию у студентов более зрелого понимания этих актуальных проблем. Подобные мероприятия у нас проходят на регулярной основе. Все эти мероприятия, как минимум, в преддверии праздников различных и памятных дат Российской Федерации. Есть такая ведомственная акция, как «Неделя мужества», которая традиционно проходит в войсках Национальной гвардии по всей России в преддверии различных важных событий. В ходе встречи подняли вопросы обучения ведомственных вузов для получения высшего образования. Студентов интересуют компетенции, соответствующие профилю деятельности федеральных органов исполнительной власти, государственных органов и осуществляющих правоохранительную деятельность. Они получили развернутые ответы на свои вопросы. Амина Зязикова, Адам Гуражев, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.